Çekilir Gagavuz şarap yortusu, açılır sabahleyin meydan kapısı. Var kaves işlemeye, dinlenmeye de beğeniriz. Ey dostum Alatla, seni de bekleriz. Гагауз Шарап Йортусу 2025. Традиционный день вина. Торжественно открылся для жителей и гостей столицы автономии. Несмотря на дождливое ноябрьское утро, центральная площадь Камрата наполнилась ароматом молодого вина, звуками народной музыки и радостным настроением. Каждое село представило свой домик, где гостей угощали домашними винами, ароматными блюдами и знакомили с богатой культурой и традициями гагаузского народа. Официальную часть фестиваля открыл первый заместитель башкана Гагаузии Илья Узун. Фестиваль вина стал самым ярким событием гагаузской автономии. Вино – это не просто напиток, это часть нашей жизни, культуры, традиций. Через вино проявляется характер гагаузского народа. Его трудолюбие, открытость, стойкость, сила воли и любовь к своей отчизне. Эти слова стали лейтмотивом всего праздника, ведь День вина в Гагаузии – это признание уважения к земле, к людям и к национальной культуре, которая объединяет поколения. На открытии фестиваля также присутствовало духовенство, которое обратилось со словами благословения к руководителям автономии, жителям и гостям праздника. Сегодня праздничный день, сегодня воскресный день, когда мы славим воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, и во всех церквях, в монастырях, в обителях служилась божественная литургия. И неотъемлемой частью божественной литургии является евхаристическое вино. И мы знаем, что здесь, в Гагаузии, отличные виноделы, которые влаживают частицу своей души в производстве этого божественного напитка. Я нахожусь здесь сегодня по благословению нашего правящего архиерея, его высокопреосвященства Анатолию, архиепископ Когульский и Камрадский, чтобы преподнести вам его благословение и пожелание, чтобы этот праздник и Касым, который является проведением результатов всего года, и праздник вина, чтобы они прошли по-христиански, знать меру, потому что вина очень много, вино очень хорошее, но во всем надо знать меру. И как учит нас наша православная церковь, всякое доброе и хорошее дело мы, христиане, верующие, должны начинать с молитвой. После молитвы и благословения началась торжественная часть праздника. На площади зазвучала народная музыка, а в домиках, украшенных в национальном стиле, гостей встречали ароматным вином, хлебом и традиционными гагаузскими блюдами. Особую атмосферу фестивалю придали мастера народных ремесел. На центральной площади разместились ярмарочные домики, где можно было увидеть вышивку, резьбу по дереву, глиняные изделия и национальные украшения. Мы приехали с Кишинева. Ежегодно мы приезжаем и, слава Богу, очень счастливы и настроением, и характером людей, любви друг к другу, улыбающиеся люди, приятные. Ветераны прочной работы, индивидуальные, не копированная, нестандартная
а творчески, по настроению, от времени утром, вечером. Ну, каждая имеет свою специфику, свой характер. Я приехала из Кишинева, я мастер, народный мастер Молдовы. Делаю вот национальные куклы, национальная одежда. И все, и вышиваю ее, все вышивка руками. Ручная, даже лицо. Лицо тоже вышиваю руками. Они продаются у меня в магазинах, сувенирные магазины, и у меня есть дома ателье. Я иду из большой семьи, у нас мы из 8 детей дома. И вот я самая старшая, и я когда была нянчила с моими братьями и сестрами, я для них делала куклы в детстве. И так вот я очень люблю кукол. И у меня сама 5 детей тоже делала для них. Фестиваль вина – это не только дегустация напитков, но и знакомство с богатой культурой гагаузских сел. Каждое село представило свою атмосферу, традиции и национальные угощения. Мы представляем село Жолтай, которое находится недалеко от Чадырлунги, в Чадырлунском районе. И представляем гагаузские обряды, гагаузскую еду. Наши виноделы готовят очень вкусное вино, и в этот день они представляют каждый свое вино, показывая, какое вино они умеют делать. И там выбирают, у кого более красивое, более вкусное вино. Это очень важно, потому что в этот день уже заканчиваются осенние работы, и люди уже могут праздновать, потому что уже с чистой совестью могут уже праздновать, потому что все работы уже закончены. Со стаканчиком вина, конечно, обязательно. На нашем столе вот хрустики, которые очень гагаузы любят. Геврек называется на гагаузском. Это блюдо раньше всегда выставляли, когда дети ходили с водкой. Это праздничное. Праздничное блюдо, да. Но это тоже праздничное, но не совсем, потому что такое блюдо у нас выставляли больше всего на поминках. Туршу, да, тоже. В каждой семье есть. В каждой семье. Нет такой семьи, которая всегда осенью все люди стараются на зиму запасаться туршу, потому что это идет не только в другие дни, но и в основном это во время поста. Праздник вина собрал гостей не только из разных уголков Молдовы, но и из соседних стран. Для многих это стало настоящим открытием, знакомством с культурой и традициями Гагаузии. Кишинева. Приехали к нам на праздник. Да, праздник, да. Друга с Украины. Ну, сейчас мы к вам подойдем отдельно. Расскажите, как вам сегодняшний праздник и почему вы так решились приехать в Гагаузию? Решили, чтобы увидеть и наша Молдова, какие гагаузы здесь живут, как у вас красиво. И как делается. ваши впечатления? Вот вы приехали. Очень хорошо. Впечатлений до небеса. И вино хорошее, и кушание хорошее, и красивая обстановка красивая. Носимся нормально, как у всех людей. А как надо относиться? Надо друг друга уважать. Что вы гагаузы, что мы румыны, все равно один народ. Мы все люди. Мы все должны уважать друг друга. И жить очень сплощенно. Как представители Республики Молдовы, ветераны Министерства внутренних дел Республики Молдова, полковник полиции, хочу этого народа поздравить с величайшим праздником, с высокой организацией этого праздника. И единственный день, когда весь народ собирается здесь в центре и празднует уже многие десятилетия эти праздники. Все они лица очень радостные. И на этот праздник вышли и от малого до великого вышли. И все, значит, ждут, когда, значит, приступит к угощению этого прекрасного вина с юга Молдовы. Добрый день, я из Украины. Да, вот решили приехать в Молдавию к друзьям и заодно посетить ваш город. Посоветовали, что сегодня праздник у вас такой проходит. Захотелось посмотреть на особенности вот вашего города. И меня очень впечатлили выставочные павильоны именно национальной тематики.
каждый город или деревня представляют, очевидно, да, свои выставочные залы. Очень красиво, национальная вот эта традиция, красиво чувствуются костюмы, блюда очень интересные. Очень хорошие люди. Мы были в Краеведческом музее, нас там так встретили замечательно. Нам провели экскурсию даже, наверное, больше положенного времени. И настолько нас впечатлили люди, которые нам рассказывали о вашем городе. Ваш музей замечательный, очень люди приняли нас. И сфотографировались мы, посмотрели, очень впечатлились традициями, культурой вашего народа. Biz geldik bayram için. Fabrikamız Kişinov'da. Hem fabrikamızı tanıtmak için hem de insanlara güzel tatlı şeyler sunmak için geldik burada. Herkes gördüğünüz gibi alışverişini yapıyor. Kilosu 300 lira. 100 gram 30 lira. Mesela bu çikolata var, nar var, granat, klubnika, karamel, fıstaşka, persik. Tabii fabrikamız büyük bir üretimimiz var. Büyük 500 metrekare üzerinde büyük bir fabrikamız var. Çalışanlarımız var. Türk ustalarımız var. Ben kendim ustayım. Türk ustalarımızla beraber bunları çıkartıyoruz, Moldova'ya tanıtıyoruz. Фестиваль Гагаuz Шарап Йортусу 2025 вновь объединил сотни людей, жителей Гагаузии, гостей из разных регионов Молдовы и из-за ее пределов. На центральной площади Камрата царила атмосфера радости, дружбы и единства. Каждый павильон, каждая песня, каждая улыбка – это признание любви к родной земле, уважения к труду виноделов и бережного отношения к традициям предков. Сегодня здесь звучали тосты за урожай, за мир, за дружбу между народами. И, как говорят сами гагаузы, вино соединяет сердца, а традиции делают нас ближе друг к другу.